Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Документы, которые в том числе удалось мне найти, позволяют поставить вопрос о статусе Ураз Мухаммеда в Сибири. Дело в том, что возникает полное ощущение, что по каким-то причинам Ураз Мухаммед и его семья, в данном случае это подразумевается женская составляющая его семьи, по каким-то причинам вынуждены были из казахских степей перебраться в Сибирь. Но при этом перебрались они в Сибирь в тот короткий промежуток времени, когда произошел, условно, это неправильно назвать ренессанс, ханство Кучума, когда Ермака убили, и на какое-то время он вернул себе власть, потому что в 85-х, 86-х, 87-х годах в результате новых походов, в результате строительства городов, в первую очередь Тобольска, Москва только с этого момента окончательно утвердилась в Сибирь. До этого она на какое-то время потеряла ее. И так вот, почему именно в Сибирь? А дело в том, что ехали к родственникам. Дело в том, что по генеалогии Ураз Мухаммеда, те документы, которые встречаете, показывают, что ближайшие родственницы Ураз Мухаммеда находились в брачных союзах с Кучумом в том числе. Все сильнее переплетено, а Есеней Карамышев – это представитель знати, непонятно какой, сибирской или той знати, которая пришла с Кучумом из Средней Азии. Второй вариант, наверное, скорее более правильный, но дело в том, что если собирать все свидетельства, которые у нас есть о Есенее Карамышеве, сыне Мусаитове, о Мусаите мы не знаем ничего. Но, знаете, это специфика русской документации, они всегда упоминали имя тех людей, которые для них что-то значили. Вот Карамыш они знали, а Мусаид упоминается в одном-двух документах, и все. Значит, это было слишком далеко, они не представляют. И это было в Сибири, они не представляют. Карамыш Мусаитов тоже очень непростой человек, потому что он был женат на женщинах, и на нескольких женщин, в том числе из семьи хана Кучума. И не просто из семьи хана Кучума, а на внучке хан Кучум в свое время одну из своих дочерей выдал замуж за сибирского сиита, который пришел в Среднюю Азию и устанавливал здесь ислам. И вот на внучке Кучума и дочери сиита была одна жена Карамыша. Один из детей Карамыша назван как Имилдеш, молочный брат. Значит, одна из жен Карамыша была мамкой кого-то из детей или внуков тюркского хана. Вот. Если мы будем смотреть на другие браки, они устанавливаются, то вдруг оказывается, что здесь родственные связи есть с князьями Юсуповыми. Нагайские мирзы, которые произошли от Би и Юсуфа, которые в конечном итоге оказались в России. Это род Юсуповых знаменитый. Если к этому добавить, что здесь же оказались родственные связи с Большим Сибирским Карачой, и вот в этой книге в данном случае я пытаюсь доказать, что звали его Мухаммед. Вот, имя отца уже установить невозможно. В России оказался его сын, которого звали Карача, и упоминается внук его, тоже Семен, по-моему, если не ошибаюсь. Но это Семен, это может быть и Семени, русское искажение. Карачин, сын Маметьев. В документах он известен. Вот. И связан с целым рядом других замечательных лиц, в том числе с кланом переводчиков посольского приказа Устакасимовым, который, по-видимому, тоже были сибирскими выходцами, но более раннего периода, потому что Устакасимовы отмечаются уже в самом начале 70-х годов, оно в документах известно. При этом 16 века. При этом родоначальник этого рода в России был непростым человеком, он был бакшеем, то есть это в этот период в России так называли хороших специалистов, очень хороших специалистов по арабской графике.
служил переводчиком, хотя, напоминаю, в одном документе он написан как «золотарь», но в данном случае это не, некоторые исследователи пытаются увидеть в этом ювелира. Нет, это не ювелир. Знаете, для мерзы, это мерзинский род, стать ремесленником, Это даже понижение высококлассным, статуса. это понижение статуса, это быть не могло. В данном случае, судя по всему, золотарь — это каллиграф, который золотом Пишет. оформлял грамоты сопредельные Ну, страны. для внешней Да. дипломатии. Это более поздний период. Таких людей в случаях посольского приказа будут называть золотописцы. Но при этом здесь опять же есть интересный момент. Писать художник может, хороший художник может повторить любой рисунок. Но все-таки арабскую графику, чтобы сделать без изменений, надо понимать законы каллиграфии. Да, Они просто копировать. И вот поэтому даже в 17 веке, когда были хорошие золотописцы, переводчики посольского приказа арабского происхождения в данном случае золотом выписывали эти тексты. Это своя специфика, это своя тема. Да, это дипломатическая служба. Вот. И о том, что статус этого человека был очень высокий, говорит его поместный денежный оклад. Его было при Иване Грозном он получал годовое жалование 130 рублей, а поместное жалование у него был оклад в 1000 четей. И это был не только оклад. Дело в том, что очень часто людям жаловали поместный оклад, но это указывалась сумма, которую мог этот человек держать, а на самом деле у него было несколько меньше. Сколько он смог приискать себе. А в данном случае его оклад был 1000 щекей, и реальное землевладение... А это много, мало? В пересчете на современное, чтобы сейчас это было понятно, это немножко более 1500 гектаров. И это хорошее село. Да, то есть это колхоз. Это колхоз, по большому счету. Хороший колхоз. Гигант такой хороший. Да. То есть вы понимаете о статусе этого человека. Вот. И почему именно я объединил Есенея Карамышева и Ураза Мухаммеда? Вы знаете, тут какая интересная ситуация. Они находились даже в далеком свойстве друг с другом. Они постоянно взаимодействовали между собой. Во время смуты есть такое упоминание, что Ураз Мухаммед живот свой мучил от Есенея Карамышева. Но в данном случае это подразумевается, что Есеней Карамышев устраивал ему какие-то козни. Они враждовали. Явно они встречались. Явно. Ну да, но в документах не упоминается ни одного случая, когда они упоминаются вместе. Просто нет этого. Но при этом у них, знаете, вот такая вот биография очень такая параллельная, действительно параллельна. Они в смуту находились по разные стороны баррикад. Ураз Мухаммед в конечном итоге стал поддерживать Дмитрия II. Есеней Карамышев был на стороне Василия Шуйского. После этого его сестра станет супругой нового касимовского царя Арслана Алеевича. Это внук Кучума, опять же таки. Он будет активно скупать все, что принадлежало до этого Уразу Мухаммеду. Такая, знаете, явно... Это не месть, это явное, знаете, как вам сказать, соперничество. И вот лучше всего это соперничество просматривается в деталях. От тех далеких времен сохранилось два замечательных объекта ювелирных. Один хранится в Государственном историческом музее на Красной площади. Копия его не совсем точно представлена. Есть у вас в музее Казанском. Второй объект хранится в Эрмитаже. В Эрмитаже хранится капторга, это коробочка серебряная для хранения Корана или отдельных сур из нее, которая принадлежала Уразу Мухаммеду. Кораница, да, капторг, филактерий, кораница, это все названия, которые... Но в данном случае чаще всего используется капторга. Капторга Ураза Мухаммед и Есенея Карамышева оказалась в ГИМе. Исторический музей. Государственный исторический музей, да. И вот копия была сделана в вашем Казанском музее. Музей, да.
республиканском. И мы не знаем, как широко было распространено в это время мужские караницы. Чаще вот женские они пережили. Но, в принципе, если смотреть по стилистике, мы видим, как мужские караницы медленно, но верно трансформируются в женские ювелирные украшения. Вообще, на самом деле, это, знаете, специфика Востока. Многие мужские статусные предметы медленно, но верно превращаются в женские украшения. Или одежду, да? Да, есть такая тенденция. Вот мужские каптурги, они превращаются в женские. Потому что, вот, например, у крымских татар дело даже есть такое, во второй половине XVII века, где-то там в районе Дона захватили крымских татар, и у одного из них в подкладке халата нашли в трубочку свернутые какие-то тексты по-арабски написаны. Как это может быть тайное послание, неизвестно, что это такое. Обратились к переводчику посольского приказа. Ну, это обычные вещи, это молитвы, обереги, которые скручиваются, вшиваются в край халата. То есть, понимаете, вот, ну, это у рядовых. У знати, я не знаю, были они в этот момент или нет, или это уже стало к этому моменту исключительно женским украшением. Хотя изначально эти элементы, они еще доисламские, и вот эти вот каптурги, золото и драгоценных камней, они еще известны у скотоводческих народов, которые жили вот в этом регионе, в районе Приазовья, Черноморья, еще до нашей эры. Ну, понятно. Да, от тех времен это остались. Дальше это все просто трансформируется. Это то же самое, как сейчас вот эти вот женские каптурги и в некотором случае называют игольницы. Вот цилиндрик, крышечка с одной стороны снимает, потому что до того, как туда стали сворачивать суры из Корана, например, был обычай туда класть угольки или соль, или ту же самую иголку, которые служили как оберег от железа же, да. Да. Вот, поэтому это все на самом деле язычество и ислам, они до такой степени переплетаются. Это особая история. К сожалению, у нас искусствоведы, они чаще всего этнографы и не пытаются посмотреть на комплекс женских украшений шире, нежели какого-то века или шире какого-то региона. А если мы посмотреть на это высоты, то вдруг окажется, что здесь очень много интересных переплетений, заимствований, и очень интересно понять прежних культур, иных культур, потому что элементы это, например, очень хорошо прослеживаются у индусов. И вот это очень интересно, и вот хочется, чтобы появился человек, который бы занялся бы и этой тематикой в том числе. Вот. И получилось так, что Ураз Мухаммед самым известным событием, которое было связано с его жизнью, это его гибель по приказу или даже от руки Лжедмитрия II, смерть в свою очередь Лжедмитрия II от руки Петра Урусова, ногайского мерзы, который был в родстве, кстати, с одной из жен Ураза Мухаммеда, которая, кстати, приходилась племянницей Сюнбике. Казанской линии никак уйти нельзя, и сейчас опять будет. Так. И сейчас опять будет. Дело в том, что после этого, казалось бы, Ураз Мухаммед, Исни Карамышев победил, он на коне, он породнился с новым касимовским царем, он добился пика своей карьеры. Если бы в это время он крестился, он бы получил бы стольника, он получил бы княжеское достояние и шансы сделать карьеру при московском монархе, то есть приблизительно он мог бы достичь статуса такого, как получили крымские выходцы князья Сулишевы. Это Сулишев же, это же добровольно оставшиеся в России представители рода Нешлавских, крымских. Они какое место занимали? Крымские, они занимали особое место. Во-первых, были они амиатами, русскими амиатами, то есть они на протяжении длительного времени контролировали русско-крымский дипломатический контакт. Это с одной стороны. Но даже здесь еще интереснее дальше. Дело в том, что Бахчисарай находится на землях князей Ишлавских.
Вон оно Даже как. так. И Чуфут-Кале в том числе. То есть, по большому счету, можно сказать, что крымские ханы были постоянными гостями Ярославских. А, Они говорили, что, мол, государь московский, мы служим тебе, мы твои амиаты, мы ратуем за твои интересы перед крымским ханом, а за это, ну, пожалуйста, заплати нам. понятно. Ну да, Ну, вот лоббист за лоббизм, да, да, поступает. это лоббизм, это абсолютный лоббизм. Вот, ну, он крестился. Более того, по-видимому, в семье и Устакасимовых, и Мусаитовых вот именно как раз очень сильная была религиозность. Мгм. Это, да, это вот по косвенным свидетельствам это прослеживается. А дальше наступает странный период 15-16 года, когда происходит сразу несколько событий, которые на первый взгляд не связаны между собой, на самом деле явно взаимосвязаны, но мы не можем понять логику, с чем это было связано, что послужило спусковым крючком. А что здесь произошло? Один сибирский царевич, проживавший в Касимове, бежит в Литву, из Литвы бежит в Крым, перебирается, потому что там ему мало Мгм. дали. Это правда Кучума. Мгм. Целый ряд ногайских мирс либо бежит из России, либо неудачно пытается бежать из России. И Синей Карамышев объявляется изменником. Сохранились документы дела, когда в целый ряд уездов были разосланы грамоты о его поиске, как его искать, что с ним, как с ним поступать, когда его найдут. И дальше сообщение о том, что его поймали действительно. Дальше его судьба не совсем известна. По одному из известий его отправили в Нижний Новгород. Но в то же время в Касимове на старом татарском кладбище еще в XIX веке было надгробие, посвященным как раз Есенею Карамышу. Мгм. Было это настоящее его надгробие или это был Кинотав. кинотаф, М. точно так же, потому что там уже и могила Ураз Мухаммеда, но это на самом деле вряд ли могила, это Мгм. скорее кинотаф, потому что М. тело выбросили в Аку, и якобы там, представьте, смута, Ну, понятно, что непонятная это ситуация, и кто-то его якобы выловил, перевез в Касимов и похоронил. Это явно был кинотаф. Это Янолейское восстание. Черногория, вот Казань. Да, 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 вот недалеко здесь развалины башни, которую так и не восстановили, А, которую восставшие разрушили. то есть они до суда дошли. Они дошли до Казани, они сожгли Казань. Это 15-16, конец 15-го, начало 16-го года. И это все между собой связано. Что тут произошло? Что являлось спусковым механизмом для того, чтобы значительное число служилых татар вдруг пошли на такие Да, то есть это, шаги? кстати, восстание служилых татар, получается, что ли? Как бы Вот представьте, они шли, вот представьте себе, служилые татары идут под Смоленск. Мгм. С дороги они все разворачиваются и маршем чуть ли не 1000 километров приходят к Казани, осаждают Казанский Кремль и якобы хулиганят по окрестностям. При этом свидетельств о том, как они двигались в Казани, нет фактически вообще никаких. Мгм. Есть обрывочные свидетельства, отрывочные свидетельства о том, как это вот, что здесь было, и не более того. И Мгм. все. А, Это загадка, это историческая загадка, которую нам еще предстоит разгадать. изучить, разгадать, объяснить, но пока источниковая база не позволяет это сделать. И вот на этом история этих двух людей завершилась. Хотя То вот есть можно предположить, что вот этот герой, он был связан с этим Янолейским он восстанием. однозначно был связан с событиями Янолеевского восстания. И Ногайская знать тоже как бы видел. Вы знаете, по-видимому, они не участвовали именно в этом восстании, но вот то, что послужило спусковым крючком, заставило этого сибирского царевича из-под Смоленска убежать в Литву, Мгм. заставило ногайских мирс удачно Пытаться. или неудачно сбежать в степь и заставило служилых татар развернуться и отправиться в сторону Казани. Мгм. Что это было, мы не Мы знаем. не знаем. Ничего себе.
Но это загадка. Да, это историческая загадка. Там еще нужно отметить роль, что отметить такой сюжет, что вот здесь на самом деле еще нужно один аспект осветить. Дело в том, что у Снекара Мыша в России жили родственники. В частности, брат, дети брата. И в данном случае вот это известие о том, что он изменил, что он изменник, оно никак не сыграло на судьбе его родственников. Ну, могу привести один пример. Его один из племянников в конечном итоге к середине XVII века возглавил корпорацию служилых татар царева двора города Касимова. То есть это говорит, опять же таки, о том, что он имел крайне высокий статус, социальный статус в русском государстве и крайне высокий статус и положение среди мусульман, служилых мусульман русского государства. Вот, наверное, все. Ага. Ну, через эту историю показали, по сути, такое явление, как явление служилых татар. Все-таки, хотелось разобраться, во сколько это возможно, я понимаю, это целая, там, наверное, монография, энциклопедия можно написать, но все-таки служилые татары для московского государства, что это за институт такой? А вы знаете, на самом деле это крайне многоплановый слой служилых людей. В настоящее время наиболее активно из них исследуется такая категория, как ордынцы. Кто такие ордынцы? Я могу даже назвать А есть в фамилии. документах такой термин Да, ордынцы? есть Есть? такой термин ордынцы. Встречается он последний раз в первой трети XVI века даже. Да. Наиболее активно этой тематикой сейчас занимаюсь я, Максим Моисеев, Илья Зайцев. Общими усилиями удалось выстроить приблизительно следующую картину. Где-то середины XIV века начинаются постоянные контакты с Ордой, когда из Орды в Москву приезжают послы регулярно, их нужно было встречать, их нужно было сопровождать, их нужно было обеспечивать всем необходимым. В Орду нужно было вести дань, ее нужно было охранять. В Орду регулярно ездили князья, их нужно было сопровождать, их нужно было охранять. За ярлыком, по другим причинам. Хан там был, по любому поводу. Эти сюжеты Юрий Васильевич Селезнев активно в своей докторской диссертации изучал как раз визиты русских князей. Он показывал, что некоторые до половины своей жизни, будучи князьями, проводили в дороге или в сарае. Даже такое. И нужны были люди, которые их сопровождали, которые знают язык, которые знают, восточный этикет, которые могут объяснить что бы то ни было местному населению, не православному, не русскому, за пределами московского государства, на которых можно было бы положиться во всем, и которые знают дорогу. Как минимум, да. Да. Вот. И этими людьми стали так называемые ордынцы, или второе у них название будет Делюи, не буду я уже вдаваться в подробности. Делюи, да. А это, все... Это те же самые ордынцы, но только которые принадлежали не великому князю Аудиму, друзья. Понятно. То есть поменьше статусом, да? Да. Они помещались, ордынцы, под Москвой, в непосредственной близости от Москвы. Ордынка, татарский перевод, это оно? По-видимому, помещались, это давалась им земля. Это Коломна, Дмитров, это Кашира. Вот Илья Владимирович Зайцев будет рассказывать о Каширском. Сегодня вот как раз в том месте, где под Каширой они жили, и следах их пребывания там. Целый ряд других территорий. Крылатская. Это, кстати, было самое первое село, в котором они были помещены.
То есть они жили там. Вот. Плюс у них бы имелись дома в Замоскворечье, это вы правильно сказали, Ордынка, Большой Малотолмачевские переулки и так далее. Там, вот это вот все место, где они проживали. Позднее они начинают все больше выполнять дипломатические функции, это послы, точнее, гонцы и люди, которые сопровождали посланников или послов, а иногда и выступали в роли посланников в Ногайскую Орду, в Крым, Молдавия, Сибирь, Средняя Азия, Турция. Казань, наверное. Да, в какой-то момент Казань. То есть не сразу, да? Ну, просто понимаете, посольский приказ возник в 49 году, так. Казань взяли Через 3 года, да. через 3 года, поэтому это, ордынцы, в принципе, да, ордынцы сюда посылались, да. Это есть такое. Вот. И дальше эти люди постепенно трансформировались в толмачей-переводчиков. Но дело в том, что термин «переводчик» появился очень поздно, только в последней четверти XVI века. А до этого всех переводчиков называли только толмачей. Вот правда, что деление есть толмачи, это которые на слух переводят, а другие... вот вы меня невнимательно слушали. Да. Слово раньше было один термин — толмач. Мгм. И так обозначали всех переводчиков. А вот в последней трети XVI века стали делить на толмачей и переводчиков. Вот. Переводчики переводили и устную, и письменную речь, а толмачи только устную. Ну, хотя очень часто это условное на самом деле деление было. Это последний 16 века. Да, а до этого, будь то устный или письменный переводчик, ты назывался толмачом. Мгм. Вот и все. Ну, тоже тюркский термин, по сути же, толмач. Да, тюркского происхождения, потому что впервые было фиксируется в самом конце XIV века. А дальше маленькая загадка, потому что как в Москве называли таких лиц, нам неизвестно, а в Новгороде это был термин «толк». Толк. И при этом этот термин был так популярен, что его заимствовали в немецкий язык, в литовский, латышский, эстонский и в некоторых еще прибалтийских странах. то есть- Тоже он фиксируется. Мгм. Вот. А дальше его заменили опять толмачи-переводчики. Мгм. И вот эта корпорация переводчиков, она насколько Это, понимаете, это не только переводчики, это одна из функций вначале была в XIV-XV веке, это охрана. Это были очень им доверяли. Доверяли очень сильно, Мгм. на основании чего это зыждилась уверенность в том, что они не предадут. Ну, во-первых, они уже, и многие семьи из них не одно поколение Кожни пустили, служили действительно. великому князю. Это была личная служба великому князю. То есть это как спецслужба Да, получается? это спецслужба, это личная служба великому князю. И плюс еще один маленький нюанс. Когда они уезжали в очередную миссию, их семьи оставались здесь. Ну да, Их заложники, се- по сути. Нет, это не заложники, они продолжали здесь жить. То есть И- родина, это уже Это родина. их родина. Это уже родина. Но они тоже в том числе и знали, что если что-то, семьи... Хотя, вы знаете, у нас такая интересная вещь. В нашей истории сын за отца не отвечал. Вот если отец проштрафился, это не значит, Что что 7 поколений вылезает. за это ответят его Род. дети, внуки, родственники. Они могут продолжать служить, и очень удачно. И это и у русских родов фиксируется, и у Мгм. татарских родов То есть фиксируется. особенность московского государства. Особенность московского государства. И более того, смертная казнь — это крайняя мера. То есть это и есть высшая мера наказания, да? Это исключительная мера, исключительная ты мера. сказала. Как правило, за редким исключением, это исключительная мера наказания. Но вот посмотрите, руководители Геналеевского восстания и его семью, их же сослали в Новгород. Их Но сослали, они живы остались там. они остались живы. А после, по-моему, даже, если не ошибаюсь, некоторые из них в Казани. Да, кто-то вернулся, там расследование какое-то было, что там пытался вернуть и поместье Там отца. была хорошая статья в Золотоордынском обозрении,
Дмитрия Владимировича Лисицына. То есть, получается, как бы это не простые переводчики, как мы все думаем, а это как бы вот приближенная Да, понимаете, и служба. переводчики — это одна из их функций, но не Мгм. более того. Это А, в том числе и разведка. мгм. Потому что любая дипломатическая миссия — это разведка, это сбор разведданных. Татарину, мусульманину за предел и России, в том же самом Крыму, в Средней Азии, в Турции это сделать было легче, чем Доверие больше, русскому. да. Доверие больше. Более того, представьте себе, вот у вас это наследственная служба. Вы из поколения в поколение ездите в тот или иной регион. Постепенно возникают какие-то доверительные отношения с теми или иными людьми, может быть, даже родственные связи. Да, они зарабатывали на этом однозначно. Это сближало людей, и это делало их агентами влияния, в том числе, и агентами, через которых можно было собирать нужную информацию. Ведь у нас сейчас часто подразумевают, что шпионы, они ночью в масках вскрывают Да. сейфы, а хорошие шпионы, они просто слушают радио, читают газеты, журналы, смотрят интернет-ресурсы и анализируют то, что они читают. Ну да, ОСТ, да. И вот на основании этого они Принимать решения. делают выводы о том, что что-то готовится или что-то вот не готовится, что чего-то ждать или чего-то не ждать. И тогда это было приблизительно то же самое. А когда вот ушла эта корпорация переводческая, когда она перестала нуждаться царевне? Вы понимаете, она никогда не ушла. Другой вопрос, когда наступило смутное время, то есть с ней что-то произошло со старыми службами. Вот те старые рода, которые служили здесь по 100-150 лет, дальше мы не знаем, были ли такие примеры, то они, во-первых, вначале еще перед смутой стали размываться новыми выходцами. При этом тут возникает такая ситуация, когда приезжают новые выходцы, они в ряде случаев лучше знают язык, потому что приехали из языковой среды, да. из языковой среды. После смуты вообще как-то резко происходит смена поколений, им на смену приходят другие. Тут институт переводчиков посольского приказа татарских языков, в первую очередь татарского языка, это вообще становится очень, знаете, аристократическим местом. Да, а здесь не было простых людей. Есть в подавляющем большинстве, во-первых, они были между собой в родстве или свойстве, кланы, при этом они находились в родстве с сибирскими царевичами, проживающими в России, а через них они находились, как это ни странно, в свойстве с Романовыми. Да, как это так? Это не прямое свойство. У Ивана Грозного была вторая жена, которую звали Мария Темрюковна. Принято, что же она с Кавказа, Что? С Кавказа. Она с Кавказа, но у нее было две сестры. Одна из этих сестер станет мамой Семена Бекбулатовича, тоже один из моих героев. У меня и это монография. Да, я видел как раз. А вторая сестра станет супругой Ногайского бия, если не ошибаюсь, Тинахмета. А одна из дочерей Тинахмета, если не ошибаюсь, станет женой Кучума. Знаете, по памяти могу, в общем, либо Кучум, либо один из сыновей Кучума, вот не помню сейчас. С Кучумовичами, да. Касимовский царевич Раслан Али и Ибн Али ибн Кучум, Кучум. И вот так вот через вот это, понятно, это не прямое, это свойство, там понятно, не было. А Раслан Али приходился Михаилу Федоровичу, условно, если не ошибаюсь, троюродными братьями. Вот так, И даже так.
Свои люди, видимо. Свои люди, да, свои люди. Ну, понятно, что это не воспринималось на самом деле как какое-то вот родство, но вот, знаете, в Соединенных Штатах Америки любят, когда избирают нового президента, тут же строят его генеалогию, а в каких он связях с такими-то королями, с такими-то шахами и так далее и тому подобное. Ну, вот, если хотите, вот точно так же. Но это показывает круг тех лиц, с которыми в той или иной степени они могли общаться эти люди. А вот Для смотрите, которых они были не чужие. Мгм. Ну, вот для Да. служилых татар. Служащие посольского приказа продолжали. Другой вопрос, что с середины XVII века здесь толмачами могли быть только крещенные уже являться. всё. Мгм. Да. А тут, знаете, тут еще интересная вещь была. Это сделано в том числе для того, чтобы государство могло выполнять свои социальные функции. Многие русские служилые люди, именно русские по Мгм. происхождению, попадали в татарский плен. Мгм. Некоторые из них могли в татарском плену находиться по несколько десятков лет. Мгм. Дальше, когда они возвращались на родину, служить полковую службу они уже не могли. А вот выучив там как-то язык, они могли выполнять Переводчики. роль толмачей. Мгм. И их брали в толмачи. А вот переводчики, они в подавляющем большинстве все-таки были мусульманами. Мгм. Они вплоть до Петра I продолжали оставаться мусульманами. Это да. Мгм. Но кроме вот этих вот ордынцев, которые превратились в конечном итоге в толмачей и переводчиков, трансформировались, Мгм. у нас начинают формироваться и военные Да, вот воинская подразделения, корпорация. воинские корпорации различных служилых татар. Служилые татары на службу выезжали у нас активно, начинают выезжать с момента Великой Заметы. Мгм. Они выезжают не только в Москву, след этого заметно и В Литве, в наверно? и в Рязани. В Литве это началось еще раньше. А Тохтамыша это всё Да, тоже? да. В Литве это началось еще раньше. И в Рязани, и в Твери это очень хорошо заметно, потому что там же существовали такие же корпорации, как в Москве называются ордынцы, но как они назывались там, мы не знаем. Мгм. Но выполняли те же самые функции, Слушайте, абсолютно те же мгм. самые функции. Вот, к Олегу Ивановичу Рязанскому выезжали такие служилые татары со своими, по-видимому, значительными отрядами. От них, например, пошли дворяне Вевдеревские, и за родоначальника их Олег Иванович Рязанский, если не ошибаюсь, свою дочь выдал. Мгм. То есть это, это статус тех людей. И существует версия, по которой рязанское боярство, вот то, что известно было у нас в 15-16 веках, оно вот как раз в значительной части оказалось связано с тюркскими выходцами. В определенном смысле. Вы понимаете, когда у нас Халиков написал в свое время Вот это 500 татарские фамилии. татарских фамилий, и он включает туда в том числе Рюриковичи, но это прозвища были. Ну да. Понимаете, Ну, там этимология, там уже, да. это прозвище, это осторожнее нужно. Нельзя записывать все русские служилые роды с тюркскими прозвищами. Это изначально же были прозвища в татарах. Потому что, знаете, вот Карамзин, он татарин, Кара-Мурза. А вы уверены, что это Карамзин, а не искаженное Кармазин? Кстати. А в итоге Карамзин все-таки из татар или не из татар? А вот вопрос, потому что прямых, это поздняя легенда, а ранних документов нет. Так он от чего был назван? От ткани красного цвета или от Кара-Мурзы, черного Мурзы? Это вот вопрос маленький. Ну, семейная легенда они Да, придумали. а вы знаете, легенды стали возникать ближе к концу XV века, и очень важно было придумать себе знатных предков, и поэтому, а еще лучше, если эти предки были царями, Мгм. и это в это время было как раз популярно, вот Орда, выходцы из Орды, это очень, Ну, пока это еще очень статусно есть статусно. царь, да, еще Более цари, того, да. есть даже такой косвенный признак того, что эти люди гарантированно мелкота, не имеют никакого отношения
отношение к выезжим татарским царевичам. Очень много людей в 17-18 веке создавали себе ложные, вымышленные генеалогии, что и самыми популярными здесь становится фигура Ураз Мухаммеда, его сына, что вот это их потомки, они уже все путали, все. Ну, там, понятно, сразу видно было, что это Да, компиляция. и вот, Фальсификация. понимаете, они роды очень мелкие. А, Вот понимаете, если бы надо это был выпрыгнуть действительно, хотя бы. это был знатный выходец, то знатный выходец получал значительное материальное вознаграждение. Он не был бы Босиком. мелкотой, Да. да, босиком бы он не был точно. Он точно бы босиком не был. Это явно вот свидетельствует в пользу того, что эта легенда была выдумана. Таких легенд очень много. Хотя отдельные рода действительно имеют тюркское происхождение, но другой вопрос, что каждый раз это надо разбираться. Ну, это И отдельная история, в это общем. отдельная история, очень сложная история. Ну да, вот Да. история одного человека, вы показали, целую книгу пришлось Да. написать, чтобы найти вот эти... Да. И получилось так, что через какой-то момент корпорации служилых татар, где-то более длительный срок, где-то менее длительный срок, стали существовать по фактически всем центральным русским уездам. Мгм. Ну, понятно, что больше всего повезло это Мещере, это Касимов, Кадом, Темников, Темников княжество, так называемое. Елатьма, Арзамас, Алатырь, Романов, это понятно, но они фиксируются в больших количествах под Москвой, они фиксируются в Рязани, бардаповские татары. Ну, бардаповские татары, это, судя по всему, был аналог вот этих вот ордынцев Ну, московского да, князя. мгм. Вот в Калуге в начале 17 века они фиксируются, Ярославль. Ну, Ярославль в конце 16 и значительная часть 17 века вообще на самом деле можно назвать определенной столицей служилых татар выезжих. Ну, там жили и сибирские царевичи, там жили ногайские мурзы, там жили члены двора крымского царевича Мурат-Гирея, который в России проживал в 80-е годы 16 века. Тоже еще отдельная история, интересная очень. И их было много. То есть, понимаете, татарин это было не экзотика для русского человека. В подавляющем большинство, это как Иван Грозный в своем послании писал в Западную Европу, что ну а как мне воевать с неверными? У меня свои неверные есть. У меня свои неверные На есть. службе, да. Но это неверные в данном случае не то, что я им верить Религия. не могу, а то, что иная религия просто. Иноверство. Иная версия. Вот. Они верой и правдой служили. Они верой и правдой. И в событиях смутного времени они принимали участие, правда, по обе стороны конфликта. Ну, как и русские. И с одной стороны, и с тоже, другой. Да, там семьи разрывались на две части, и Гражданская война была, по сути. ближайшие родственники воевали друг против друга. И такое тоже Да. было. Да, Это, по сути, гражданская война. да, гражданская война. И вот эти вот услужилые корпорации, они начинают терять свое значение только, знаете, где-то к середине 17 века, когда русская армия вообще становится достаточно сильной, крупной. Такого голода, как раньше было вот в пришлых людей, служилых людях, которые готовы были с саблей в руках на коне сражаться за государя, она уже не была нужна. Хотя, в принципе, в пограничных регионах там все равно недостаток служилых людей был, особенно вот это южные русские уезды, Белгородская черта, вот это вот. Это да, но это уже другая история. А тут еще виноваты в дальнейшем сами татары оказались. Вот, понимаете, вот документы самого конца 17 века. Служилые татары, касимовские те же самые, в какой-то момент посчитали, что им выгодно не служить,
дать деньги задаточно вместо себя. Ну, то есть Посылать кого-то. выплачивать государству деньги за найм людей, которые готовы идти на них. Вместо них. Да, вместо них. А дальше государство подумало, а зачем Содержать. вообще просто-напросто перевести их в податное население. Мгм. А тут еще сложилось то, что Петр I стал проводить реформу, потому что, когда мы говорим дворянство по отношению к XVI-XVII веку, это все-таки не дворянство, это служилые люди. Мгм. А дворянство как институт создается Петром I. У нас были только одни дворяне городовые и дворяне по московскому списку. Мгм. Все большие категории, от боярина до казака или пушкаря, это служилые люди. Служилые люди. Хотя, вы знаете, опять же таки, термин «служилый человек» очень сложный. Мгм. А служилый человек на самом деле это любой человек, который выполнял ту или иную государственную функцию. Мгм. Поп, по сути, который служил и который получал государев человек, государеву ругу, государеву госслужащий, наверное, жалование. скажем, да? В широком плане. Мгм. Палач. Ну, Конечно, он получал да. государево жалование. Житель Кадашевской слободы в Москве, который работал на государе. Мгм. Москва состояла из слобод, которые были населены ремесленниками, которые в первую очередь работали на государе. Мгм. Они ткали, они ковали железо, они пекли пироги, они делали деревянные какие-то изделия, но это государева служба. Мгм. Вот на самом деле. А Петр решил создать дворянство, но он исходил из того, что дворянин это слово должно звучать гордо, и поэтому какая-то мелкота не может быть, хлопцы не могут быть дворянами. Мгм. А среди служилых татар, кстати, таких очень много было. Большинство ведь, да. В разных регионах в разное По-разному. время по-разному. На самом деле, вы знаете, там корреляция очень большая. Мгм. Если, например, Восточную Щеру посмотрим, там человек мог иметь до 1000 четей земли, а сколько у него лесов было, это вообще непонятно. А сенных укосов по 1004-5 копен, Мгм. это много, поверьте Мгм. мне. Копна, это, если мне память не изменяет, условно 1/10 гектара. Мгм. Ну, то есть Это много. такой этот латифундист настоящий. Да, это настоящий латифундист. А у других могло быть там землевладение всего лишь 10-20 частей. Ну, это совсем уж приусадебный участок, по сути. Но это не приусадебный участок. 20 четей — это 30 гектар. Нормально. 30 гектар. Да, это Но это не не Да. 1500 гектар, Гектар, как вот да. перед этим. Это вот разность все-таки сравнивать нужно. И он всю мелкоту, при этом, несмотря на вероисповедание, это туда попали огромное количество из православных, в том Мгм. числе, он перевел в однодворцы. Мгм. То есть это Государственных крестьян. это привилегированная категория государственных крестьян. Мгм. Например, южно-русские уезды, например, Московская губерния, конец 19-го, начало 20 века, проживало что-то, если память не изменяет, около 2 миллионов человек, из них около 100 тысяч это были однодворцы. Мгм. То есть вы представляете, это сколько. Да. Среди них было значительное число татар. Но другой вопрос, что татарам в этот момент поставили перед выбором, потому что многие военнодворцы были и богатые, переведены. Хочешь сохранять свои земли русских крестьян крепостных, крестись. Значит, выбор. За тобой остается выбор. Ты можешь превратиться в однодворца, а можешь креститься. На выборы, ну да. Да, и это был выбор каждого конкретного человека. Кто-то крестились, и в этот момент появляется несколько десятков новых княжеских родов. Посмотрим боярские книги, боярские списки самого конца 18-го, начала 19 века. Стольники, они жаловались стольники за крещение, даже такая категория была новокрещенных. Много были другие, остались верны
религии своих предков, ну да, они превратились в государственных крестьян. Хотя, вы знаете, в XVIII-XIX веке многие из этих государственных крестьян жили, мягко говоря, достойно. Мгм. Нет, кто-то, конечно, Загнулся, условно сказать. почти, ну, нищими не были, но все-таки стали бедняками, но очень много были достаточно такими крепкими родами. И, ну, приведу, правда, не татарский пример, а русский. Генерал Скобелев. Ага. Его дед был однодворцем и пошел на службу. А у однодворцев было преимущество при определении, Родовые при определении в офицера. А, Им легче было выслужиться в офицера. Уже дед умер генералом. ничего себе. Да, Быстро. вот дед генерала Скобелева умер генералом. Если я не ошибаюсь, он похоронен в ограде Петропавловского собора, Петропавловской крепости, как комендант. Ничего себе. Ну, то есть, как бы социальный лифт был, Да, шанс был. да. Ну, извините меня, социальный лифт открывался был открыт очередной при Екатерине II, когда даже будучи мусульманином можно было доказать документами, что ты имеешь право на дворянство и получить это дворянство. Некоторые... Но, правда, в Казанской губернии, я так понимаю, казанское дворянство прокатывало. То есть, как бы не Вы принимало. знаете, я никогда не занимался вот данными сюжетами. Я вообще XVIII веком занимаюсь Я постольку просто поскольку. тоже в каком материале читал, что казанское оно было такое сплоченное, и чужаков оно не пускало. Поэтому больше шансов было у тех же мещеряков. Вы знаете, здесь тоже кому как везло, потому что где-то считалось, что документы достаточные, где-то говорили, что документы явно недостаточные. Один из потомков Устокасимовых получил уже, правда, в XIX веке княжеское достоинство, это, хотя крестились раньше. Другие выслуживались в дворянство, будучи мусульманами. И такое тоже было. Или кто? Тоже из переводчиков Фасойского приказа и тоже находившийся в дальнем свойстве с Касимовскими царевичами. Да, и это то же самое. При этом у меня есть подозрение, что Тевкелевы как раз происходят из великокняжеских служилых татар конца 15-го, начала 16 века. Не хватает нескольких документов для того, чтобы это доказать, но вот некая версия этого вот была высказана в свое время. И вот именно как раз Петровские преобразования, вот это вот выбор веры, создание дворянской корпорации, они фактически привели к тому, что служилые татары как отдельная корпорация, как отдельные корпорации уездные, они не перестали существовать.